Обзоры экономических спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 65 рублей 9 копеек, евро 71 рубль 45 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 64 рубля 88 копеек, а продает Россельхозбанк за 65,25. По евро в покупке лидирует Восточный банк за 71 рубль 23 копейки, а продает выгоднее всего Россельхозбанк за 71 рубль 60 копеек. Президент России Владимир Путин проверил реализацию контрольно-надзорной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. В ходе очередного совещания глава государства попросил доложить о готовности к запуску специального реестра проверок. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, данный сервис работает с 2015 года. Его оператором выступает Генеральная прокуратура. В настоящее время реестр предоставляет информацию только со стороны государства, а обратная связь от представителей бизнеса отсутствует. В решении этой проблемы создан зеркальный реестр. Его главный функционал – получение обратной связи в онлайн-режиме о проведенных проверках в целях дальнейшего сопоставления со сведениями, которые содержатся в едином реестре. Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с правительством, как идет переход на проектное финансирование долевого строительства жилья. С 1 июля этого года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 миллион. Однако пока что около 60% строящегося жилья возводится по старым правилам. Оставшиеся проекты жилищного строительства на 25,5 миллионов квадратных метров завершаются за счет собственных средств застройщиков или перейдут на новую модель финансирования в ближайшее время. Минстрой вместе с Дом.рф проводит мониторинг этих проектов в режиме онлайн. Новые принципы расширенной ответственности производителя могут утвердить в России до 2020 года. Концепция существует с 2014 года. Она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него. Она дает 3 опции производителю: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику. Участники рынка неоднократно указывали, что в текущем виде расширенная ответственность производителя неэффективна, и институт надо реформировать. Концепция в настоящий момент проходит обсуждение в федеральных органах исполнительной власти. В правительстве России посчитали слишком жесткой меру административного наказания в виде приостановки деятельности предприятия на 90 дней в случае выявления надзорными органами каких-либо нарушений. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а как предлагают наказывать за выявленные нарушения? Да, Кристина, безусловно, наказывать будут. Полностью от наказаний отказываться не собираются. Однако срок приостановки действия компании в случае выявленных нарушений предлагают смягчить и снизить с 90 дней до 1 месяца. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Правительство предложило лишить надзорные органы права приостанавливать работу компании на 3 месяца без суда, заявил вице-премьер Константин Чучейко. На сегодняшний день Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор, заявил чиновник. Еще в августе 2019 года предлагалось смягчить это административное наказание. Были подготовлены поправки, по которым максимальный срок приостановки деятельности предприятия был сокращен с 90 до 30 дней. Также предлагалось обязать проверяющие структуры в решениях о приостановке работы компании указывать, почему невозможны более мягкие санкции и что именно создает угрозу, вынуждая закрыть предприятие.
Тем временем в Роспотребнадзоре хотят проводить контрольные закупки без предупреждений и не дожидаясь жалоб, а также, по примеру МВД, привлекать к их проведению не только госслужащих, но и сторонних граждан. Об этом в Совете Федерации заявила глава ведомства Анна Попова. Сейчас такую закупку можно провести только по поступившей жалобе и только с участием государственного гражданского служащего. И хотя контрольные закупки эффективны и почти всегда выявляют нарушения, по рынку ходят черные списки допущенных к закупкам сотрудников с фамилиями, именами и отчествами, отметила чиновница. При контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, почти всегда. И нарушения эти на грани уголовных мы передаем в следственные органы довольно часто, сказала глава Роспотребнадзора. Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов. В ведомстве решили исключить злоупотребление со стороны недобросовестных должников, которые уходят от уголовной ответственности путем мизерных и нерегулярных выплат. Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Речь идет об изменениях в статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В Минюсте напомнили, что статьей устанавливается ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно. Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, нерегулярно, но все же проводит несущественные выплаты. При этом их размер ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами. Законопроект, который будет внесен, должен исключить такую возможность уклонения от уголовной ответственности. Власти начали обсуждение идеи создать федеральный фонд земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что в фонд войдут не только федеральные сельхозземли, но и территории, принадлежащие регионам и муниципалитетам, а также бесхозные участки. Кроме того, в фонд попадут сельскохозяйственные земли, изъятые у частных собственников, которые не используют их по назначению. Создание фонда может способствовать обеспечению продовольственной безопасности и развитию экспорта, а также улучшить качество жизни на селе, считают эксперты. Цель создания фонда – эффективное использование земель, в том числе, например, за счет их фактического применения под сельхоздеятельность или сдачу в аренду. В России не стоит проблема нехватки продовольствия. С таким заявлением выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По мнению министра, продукция в стране производится в объеме, которого хватает для населения. Глава Минсельхоза заверил, что Россия может полностью обеспечить себя, в частности, сахаром, свининой, растительным маслом и зерном. Он добавил, что существуют отрасли, в которых надо бы активно поработать, но не уточнил, что имеет в виду. В начале октября стало известно, что в России ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей. На этапе продажи и потребления выбрасывается не менее 16% всех продуктов питания. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а свежая информация о ситуации в экономике в следующих выпусках. Спасибо, Иван. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Сколько якутян стали жертвами мошенников с начала этого года и по какой схеме люди попадаются на уловки преступников, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Здравствуй, Кристина. В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа в стране выросло почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это следует из статистики, собранной Главным информационно-аналитическим центром МВД России. В первой половине 2019 года в производстве находилось 157 297 уголовных дел по статьям о мошенничестве. Из них зарегистрировано в первом полугодии 105 681 дело. Рост составил 5,4% по сравнению с прошлым годом. Число дел, переданных в суд, уменьшилось на 5,8%. Количество дел, приостановленных по причине проблем с установлением обвиняемого, возросло на 6,3%. Лаборатория Касперского заказала опрос, чтобы узнать, какое количество жителей России сталкивалось с телефонным мошенничеством. Исследование провели в июне этого года, были опрошены 1000 человек. Выяснилось, что около 9% россиян теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества. Кроме этого, 33% признали, что они или их близкие сталкивались с таким видом мошенничества. Отмечается, что для разбирательства в правоохранительные органы обращались лишь 4% респондентов.
Как уточняют специалисты лаборатории Касперского, более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. 21% россиян сообщил, что никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. А вот 50% опрошенных не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер. У 17% респондентов есть специальное программное обеспечение для защиты от спама и мошенничества, а у 37% есть черные списки. По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос на 44% и составил 1 миллиард 400 тысяч рублей. Более 80% хищений денежных средств у клиентов банка производится с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, предлагающим услуги, или службы безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность, подсчитали в группе IB. О том, что это самый распространенный тип атаки, говорят и в Центральном банке. Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием с использованием методов социальной инженерии. По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 40 тысяч случаев телефонного мошенничества. На территории Якутии жертв по данному виду мошенничества с каждым годом только растет. Жертвами преступников ежегодно становится несколько десятков якутян. Только за 9 месяцев этого года было возбуждено 621 уголовных дел, связанных с дистанционным мошенничеством. В прошлом году было 358 преступлений. Мошенники не дремлят. Буквально на днях жертвой телефонных мошенников стал житель Хангаласского аулуса. Как отметили в местном отделении полиции, пожилой житель района лишился своих накоплений в размере 1 миллион рублей, которые хранил в одном из банков. Расскажите, пожалуйста, по какому поводу вы написали заявление 3 октября 2019 года? По поводу того, что меня обманули по телефону мошенники. Звонок поступил 2:30 дня, и они представились Федеральной службой безопасности Центрального банка. Что они вам сказали при этом? Они сказали, что готовится что-то криминальное, и нужно нам помочь поймать по горячим следам преступников. И что для этого они сказали вам сделать? Поэтому нужно перевести. Такой же звонок поступил из жительницы города Якутска. Но в отличие от жителя Хангаласского района, женщина не поддалась уловкам преступников. Молодой человек представился по фамилии, имени, отчеству. Хорошо помню, что Дмитрий Николаевич. Значит, и стал, меня расспрашивать. Мне вас надо идентифицировать. Значит, какая сумма у вас остатка, когда вы были последний раз в банке? Ну, когда я была последний раз в банке, я дату назвала точно, а про сумму остатка сказала, вы знаете, я не знаю. Он, тогда стал говорить, вот вы знаете, поступило, от вас тоже, есть 2 платежа, вот буквально в 13 с копейками, время назвал 2, и разрыв несколько минут на чужое имя. Вы не делали этого перевода? Я говорю, естественно, я не делала никакого перевода. Хорошо, мы тогда блокируем. Если бы вы не ответили на мой звонок, это бы через сутки ушло с вашего счета. Ну и дальше стал, говорить о том, что в цели моей же безопасности нужно снять все денежные средства через банкомат. За время общения с мошенниками жительница Якутска успела доехать до центрального офиса банка и узнать, действительно ли по ту сторону телефона находится работник офиса. Информации в офисе не подтвердили. Женщина прервала телефонный звонок. Здесь же она узнала, что с номера которого ей звонили, не номер банка, просто похожий. Мошенники используют единый номер Сбербанка, только отличается несколькими цифрами. Отметим, это лишь часть мошеннических схем. Сегодня преступники используют и телефонные звонки, а также активно работают и через интернет. Преступников сложно раскрыть и поймать, ведь они могут вам звонить из других регионов, используя чужие сим-карты и номера. Поэтому защита и безопасность ваших денежных средств зависит только от вас.
Кристина, на этом у меня все. Спасибо, Дима, за информацию. А мы продолжаем. Якутские полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета. Потерпевшая обнаружила, что с ее счета списаны 7 тысяч рублей и обратилась в полицию. Подробности у моего коллеги Александра Хавренко. Александр, каким образом преступник завладел деньгами потерпевшей? Женщина сменила сим-карту на своем телефоне, но забыла отключить услугу «Мобильный банк» со старого номера, чем и воспользовался злоумышленник. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что некий 25-летний безработный гражданин приобрел сим-карту с номером, ранее принадлежавшей заявительнице. Мужчине на телефон стали поступать СМС о движении денежных средств на счете банковской карты. Соблазн воспользоваться чужими деньгами оказался очень велик. И мужчина через мобильный банк перевел на свой счет 7 тысяч рублей. На момент его задержания деньги он уже успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С гораздо более крупной суммой расстался мужчина, ставший очередной жертвой мобильных мошенников. На этот раз жертвой преступника стал 61-летний мужчина. В полиции потерпевший рассказал, что на его телефон поступил звонок от неизвестного абонента. Звонивший представился сотрудником безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестные производят подозрительные операции с его банковской картой. Лжесотрудник банка убедил мужчину снять остаток денежных средств и зачислить их на специальный банковский счет. Реквизиты счета он сообщил потерпевшему в ходе разговора. Якобы только так он сможет сохранить свои деньги. Поверив мошеннику, пожилой мужчина испугался риска несанкционированного доступа к денежным средствам и перевел через банкомат более 250 тысяч рублей. Получив деньги, лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули мобильные аферисты. Очередной семейный скандал завершился возбуждением уголовного дела. В полицию Нерюнгри обратилась женщина, которая сообщила, что ее супруг угрожает ей физической расправой. Стражи порядка установили, что в день происшествия супружеская пара проводила время за распитием алкогольных напитков. Во время застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. Отстаивая свою точку зрения, мужчина ударил свою жену, после чего начал угрожать ей убийством. На мужа 63-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В Нанском районе перед судом предстанет первый заместитель главы района, которого обвиняют во взяточничестве. Также на скамью подсудимых сядет водитель, который выступал в качестве посредника при передаче взятки. В декабре 2017 года между администрацией Арбынский наслег в лице обвиняемого, который на тот момент являлся главой наслега, и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на строительство монумента в сквере Победы на сумму около 1 миллиона 312 тысяч рублей. На расчетный счет предприятия в декабре 2017 года и в 2018 году были перечислены денежные средства по муниципальному контракту. После поступления денег обвиняемый, который к тому времени уже занимал должность заместителя главы района, предложил руководителю коммерческого предприятия свое покровительство за вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Первый заместитель главы района указал, что денежные средства необходимо перечислить на расчетный счет водителя, который являлся посредником при передаче взятки. Руководитель коммерческого предприятия, не желая портить деловые отношения с первым заместителем главы района и будучи уверенным в его покровительстве коммерческим интересам возглавляемого им предприятия, перевел на указанный расчетный счет денежные средства в размере 200 тысяч рублей. В последующем водитель обналичил деньги и передал их первому заместителю главы района, который использовал их на свои нужды. В Нерюнгри 22-летний мужчина выпал из окна 5-го этажа дома по улице Кравченко. Скорая медицинская помощь прибыла по вызову через 5 минут. Пострадавшему медики оказали помощь на месте, затем доставили его в реанимационное отделение Центральной районной больницы. Врачами проведены множественные оперативные вмешательства, но, к сожалению, мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью, не приходя в сознание. Ведется расследование происшедшего. ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность группы россиян, собиравших средства для запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство». На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших через интернет финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций «Имарат Кавказа» и «Исламское государство». Под видом благотворительности ими было собрано более 6 миллионов рублей.
Деньги переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике. Для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. В результате там задержаны 2 человека. В Следственном комитете отметили, что организаторами сбора средств для террористов были брат и сестра из Кабардино-Балкарии. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Кристина, на этом у меня все. Александр, спасибо. Отчаянную борьбу с пластиковым мусором ведет житель Венгрии. Он очищает русло реки Тисы, второй по величине в стране. Ради этого дела мужчина бросил работу и целыми днями очищает берега от отходов. Все подробности у Анастасии Дмитриевой. Житель Венгрии Бен Спарди в детстве проводил лето на берегах реки Тисы. Теперь, в 32 года, он бросил работу официанта в Будапеште, чтобы вернуться в эти места и собирать пластиковые отходы, которые загрязняют русло по всей протяженности. Когда у активиста закончились деньги, он запустил кампанию в социальных сетях, чтобы найти средства для проекта. За последние 3 месяца Парди на моторной лодке насобирал 466 больших мешков пластиковых бутылок. По его словам, в некоторых местах образовались целые плавающие островки из мусора, которые заросли зеленью. Мужчина вспоминает, что в его юности на реке не было столько отходов. Я думаю, что мы движемся в пропасть на огромной скорости. Мы верим, что можем отделить себя от природы и что наши действия не имеют последствий. Мы оказались в беде на долгие годы, но все же экономические интересы ставим выше, чем наведение порядка в нашей среде обитания. Я пытаюсь быть оптимистом, и да, прилагается много усилий, но этого все еще слишком мало. По словам Парди, во время другой крупномасштабной инициативы, к которой он также присоединился, добровольцы выгребли более 11 тонн отходов из Тисы. Мужчина утверждает, что на дне находят холодильники, автомобильные детали и еще много разных опасных предметов. Одна из крупнейших водных артерий Восточной Европы берет истоки на территории Украины и течет через Венгрию в Сербию, где впадает в Дунай. Тот, в свою очередь, несет свои воды на восток, в Черное море. Премьер-министр Дании расхохоталась во время выступления в парламенте, когда рассказывала депутатам о слонах и верблюде. Иногда сложно оставаться серьезной, даже если вы премьер-министр одной из самых благополучных стран мира. Глава правительства Дании Метте Фредериксон расхохоталась прямо во время выступления в парламенте. Derfor fik vi faktisk Ali med. Разумеется, для такой демонстрации положительных эмоций была причина. Дело в том, что Фредериксон зачитывала не совсем обычный для парламента доклад. В нем говорилось о выкупе слонов из частных цирков, где содержать их по новому закону запрещено. Все шло по плану, пока премьер не дошла до истории о том, что властям пришлось приобрести еще и верблюда по кличке Али, ведь он крепко сдружился с одним из слонов и не хотел отпускать друга. Тогда и выяснилось, что парламент Дании не только место для дискуссий, но и место для свободного выражения положительных эмоций. Пицца с конвейера – это уже реальность. В США создали аппарат для массового и серийного производства итальянского блюда, рассказывает Роман Чуриков. То, что вы сейчас увидите, наверное, можно назвать страшным сном любой итальянской бабушки. Пицца создается без души, причем в прямом смысле. Американская компания под аппетитным названием «Пикник» представила одноименного робота для изготовления популярного блюда. На киборга этот аппарат похож не очень. Скорее, это автоматизированная производственная линия. Сначала на тесто добавляется кетчуп, потом тертый сыр, затем колбаски пепперони и, наконец, различные овощи с грибами. В час с этого конвейера может сходить до 300 пиц. Генри Форд был бы доволен.
Это первая автоматизированная система для сбора пиццы. И первый в мире подобный аппарат. Он отвечает за весь процесс от раскатывания основы до подготовки к выпеканию. Вручную остается сделать только две вещи – замешать тесто и поставить пиццу в печь. Все остальное – дело техники. На вид продукт нисколько не отличается от обычной пиццы, приготовленной заботливыми руками какого-нибудь итальянского повара. Но вот сам факт того, что продукт сходит с конвейера, некоторых смущает. Можно было бы предположить, что первыми, кто выступит против подобного аппарата, будут владельцы маленьких частных пиццерий. Но нет, для них пикник наоборот, сродни спасательному кругу. В малом ресторанном бизнесе всегда приходится искать любое конкурентное преимущество. Самое же сложное для нас – это пытаться бороться с большими сетями. Таких аппаратов у них нет, зато есть множество ухищрений, позволяющих им работать быстрее и масштабнее. Так что пикник позволит выровнять условия. Впрочем, важно в данном случае мнение не только игрока рынка, но и простых гурманов. В конце концов, именно для них готовится этот бездушный продукт. Потрясающе, очень вкусно. Я бы никогда не сказала, что ее создал робот. Пицца очень вкусная, будто создана руками мастера. Выглядит очень красиво, но пока еще не пробовал. Настоящее объедение. Тесто хрустящее, топпинг вкусный, отличная работа. Управлять пикником могут всего 2 человека, причем с обычного планшета. Создатели аппарата уже ведут переговоры для поставок этой производственной линии за рубеж. Впрочем, с большой долей уверенности можно предположить, что в Италии клиентов они не найдут. Ведь там пиццу производят вот так, руками, не спеша, в настоящей дровяной печи и неизменно с любовью. Дюжина станций парижского метро преобразилась, чтобы отметить 60-летие популярных комиксов о древних галлах. На перронах пассажиров встречали и сами герои – Астерикс, Обеликс и другие, рассказывает Сергей Берец. В октябре исполняется 60 лет появлению на свет отважных и остроумных персонажей популярных комиксов об Астериксе, Обеликсе и других обитателях деревни в Древней Галлии. В канун юбилея 12 станций парижского метро украсили плакаты со сценками из жизни любимых героев, взрослых и детей. На стенах лозунги с критикой завоевателей римлян. Станция Лионский вокзал переименована в Лунгдум. Так во времена римской оккупации Галлии назывался нынешний Лион. На перроне все желающие могли сфотографироваться с Астериксом, Обеликсом, Панорамиксом и их земляками. Аттракцион придумала администрация компании-оператора подземки, сказал ее представитель Мишель Гарре. Идея в том, чтобы отметить день рождения персонажей, близких всем поколениям. Они все здесь, они суперфанаты и героев, и комиксов. Поклонники оценили задумку и благодарны ее авторам. Как говорит Фредерик, очень здорово воздать почести этой частичке французской культуры. Он отложил все свои дела и провел в дороге 3 часа, чтобы отметить день рождения своих любимцев. По словам Тутрви, он вспомнил о детстве и очень этому рад. Комиксы о приключениях веселых и находчивых галлов – плод творчества писателя Рене Госсини и художника Альбера Одерзо. Дебют состоялся 29 октября 1959 года. За 60 лет совокупный тираж книжек превысил 370 миллионов экземпляров. Они переведены на 100 языков мира. Многие из тех, кто увлекся комиксами в детстве десятилетия назад, теперь читают их с внуками, а то и правнуками. Это были мировые новости на Якутии 24. Якутская электронная группа «Уран» номинирована на премию Jagger Music Awards. Это главная премия для независимых музыкантов из России, Беларуси и Казахстана. На нее номинирован трек «Паранойя» электронного проекта Айтала Алексеева и Дмитрия Попова. Сейчас в студии, где занимаются музыканты, находится наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, приветствую. Смогут ли наши музыканты взобраться на вершину музыкальной индустрии?
Приветствую, Кристина. Сейчас мы находимся не в музыкальной студии, а в кабинете, где музыканты собираются, чтобы написать музыку и прослушать треки. Любителям оригинальной музыки электронный проект «Уран» уже давно известен по успешному выступлению на Mercedes-Benz Fashion. Проект существует 4-й год. И за это время музыканты Айтал Алексеев и Дмитрий Попов выпустили несколько мини-альбомов. Их музыка – это симбиоз этники, электро и техно, который передает уникальный атмосферный звук. И за международную независимую музыкальную премию борется их трек «Паранойя», который ребята выпустили совсем недавно. И как им удалось попасть на такую престижную премию, нам расскажет участник группы Айтал Алексеев. Айтал, расскажите, почему именно этот трек, как вы его создавали и чего ожидаете от конкурса? Во-первых, добрый день, и мы очень рады всех поприветствовать и получаем такую поддержку. Мы запустили голосование и вообще очень рады тому факту, что нас номинировали на такую премию Jaeger Music Awards. Это очень престижная такая премия для нас, для инди-музыкантов особенно, так как у нас музыка не попадает под определенный жанр, а тут как бы вот так все происходит, и мы очень этому рады. Поэтому очень рады, что голосуем. Большое спасибо всем нашим слушателям, всем, кто за нас проголосовал, всем нашим друзьям, которые оказали просто мощнейшую, такую очень сильную поддержку. Мы это чувствуем. Да, прям сейчас у нас везде мелькаем, все видят, и это здорово. А раньше принимали участие? Нет, я подавал раньше заявку, но в течение 3 лет я подавал, и только в этом году мы вот так крепко взялись, наверное, так как проект существует с 2015 года, и вот ежегодно отправляли трек, но в этом году как-то, может быть, карты правильно легли, можно так сказать, да. И трек у нас интересный в этом году, и клип у нас очень интересный. То есть мы постоянно получаем фидбэк из разных точек, там из Москвы, из Питера нам пишут люди, что ой, как классно, интересно, самобытно. И поэтому, мы надеемся на победу и ждем такой вот рывок сейчас нам, который нужен для того, чтобы могли бы утвердиться на российском рынке. И этот трек «Паранойя», он как раз четко направлен на российского слушателя. И вот впервые там был использован вокал Ляны Сергучевой-Киней, на русском языке она спела, это все придумала. Да, вот в последнюю поездку в Москву, когда мы ездили со своими выступлениями, был неподдельный интерес со стороны российского слушателя. То есть люди замечают самобытность, и думаю, то, что наша музыка пропитана нашим якутской этникой, своей культурой, это и подкупает их. Так что спасибо нашей родине и нашим корням за, скажем так, за своеобразное звучание наших треков. Да. Действительно, многие замечают, там и за границей. То есть тот же трек «Фронтир», который у нас был совместно с Кокитокой, с Айной Ларионовой. Например, я запомнил фразу японца одного, он мне сказал, что «ваш звук пронизан холодом и морозом». И я подумал, ой, как ты четко попал, хотя он даже и не знал, с какой точки мы, что из республики и так далее, из Саха, да. И, мы очень рады, ждем и будем что-то демонстрировать, наверное, да? Покажем. Да, вот здесь есть набросок небольшой, как мы работаем, да? Значит, идет сигнал с компьютера на это устройство, синтезатор, который обрабатывается уже кучей разных железок.
Спасибо. А сейчас, может, над какими-то новыми проектами работаете? Да, сейчас у нас выходит новый мини-альбом под названием Motherland. Он выходит в Лондоне, на английском лейбле Autolectals. Ждем его, будем радовать слушателя. Голосуйте за нас, мы очень рады этому. Должны победить. Правильно, Димон? Да. И вообще, помимо таких вот селф-релизов, или как это назвать, то есть помимо выпуска треков мы занимаемся и участвуем в выставках. То есть у нас недавно проходила выставка «Ожившие легенды». Да, «Ожившие», да, Тимофея Степанова. Весной проходила выставка с Кайданой Игнатьевой, которая вот достаточно сильно нашумела. Вот, и работы, то есть пишем саундтреки к фильмам, к видеороликам, ну, очень много работы, и здорово, скажем так, что мы заняты, да. Да, что мы постоянно заняты. Единственное, что вот мы сейчас подыскиваем хорошее место под студию, чтобы уже действительно профессионально взяться, так как в любом случае это наша неосновная деятельность пока. Мы после работы приходим с Дмитрием и музицируем. Поэтому, как сказал Константин, это Кокос, который фотограф известный, что ребята живут этим проектом, и вот мы хотим действительно вот сделать этот рывок, прорваться, заявить о себе громко и уже погрузиться в мир музыки. И самое главное, где можно за вас проголосовать? Да, самое главное подписаться на наш Инстаграм официальный Run on Air, пройти в био по ссылке, там она указана, промотать вниз до трека «Паранойя», далее авторизоваться, откликнуть на палец вверх и далее авторизоваться через либо ВКонтакте, либо Facebook. И еще раз на всякий случай проверить, проголосовали ли вы, нажать палец вверх. Инстаграм Run on Air, все слитно. Ну, как напишите первые 5 букв, я думаю, найдете. Там она сразу выйдет, да. Рекомендованных. Спасибо. Желаем вам удачи. Добавлю, что до конца голосования остался всего 1 день, и поддержать молодых, амбициозных музыкантов может любой желающий. Кристина? Саргалана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Федорова. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу стартует в Нижнем Новгороде. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, сколько стран будет представлено на турнире? Кристина, приветствую. В соревнованиях примут участие спортсмены из 25 стран. Хочу заметить, что самым молодым участником будет 11-летний бельгийский скейтбордист. Также этот вид спорта, скейтбординг, впервые будет представлен на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Но об остальном по порядку. Добрый день. В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Чемпионат Европы по скейтбордингу, который является квалификационным стартом к Олимпийским играм 2020 года, стартует в четверг. Турнир пройдет в Нижнем Новгороде. В соревнованиях примут участие спортсмены из 25 стран. Самым молодым будет 11-летний бельгийский скейтбордист. Наиболее многочисленной делегацией на турнире станет российская команда. Наиболее комплектованной зарубежной командой на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде станет сборная Нидерландов. В ее состав вошли 12 человек, по 6 девушек и юношей, что является максимальной квотой, которая установлена для каждой сборной. Турнир состоится с 10 по 12 октября. Входные билеты на чемпионат Европы сделали бесплатными. В итоге все билеты были разобраны за несколько дней до старта соревнований. Организаторы ожидают, что ежедневно соревнования будут посещать около 1500 зрителей. Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на играх 2020 года в Токио. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира. Турнир проходит в Германии. По сумме 6 упражнений россияне набрали наибольшее количество баллов. Второе место заняли китайцы, третье – японцы. На прошлом чемпионате мира в 2018 году россияне стали вторыми, уступив китайской сборной. Напомним, во вторник женская сборная России заняла второе место в командном многоборье. На чемпионатах мира в командном многоборье мужская сборная России завоевала 6-ю
золотую награду. До этого россияне 4 раза становились серебряными призерами и 1 раз бронзовыми. А сборная СССР 8 раз побеждала в командном зачете. Однако сборная Китая является самой титулованной командой в данном виде программы. На ее счету 12 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Сборная Германии по футболу сыграла в ничью с командой Аргентины со счетом 2-2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде. Матч начался с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. Сборная Германии и Аргентины не встречались с сентября с 2014 года. Тогда в товарищеском матче аргентинцы оказались сильнее – 4-2. За 2 месяца до встречи в финале чемпионата мира, который проходил в Бразилии, в той встрече в дополнительное время победы добилась сборная Германии 1-0. Немецкая сборная 13 октября проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Эстонии. Аргентинцы в тот же день в товарищеской встрече сыграют с эквадорцами. Московский хоккейный клуб «Спартак» на выезде проиграл Череповецкой «Северстали» со счетом 2-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Спартак» не может обыграть «Северсталь» на протяжении последних 6 выездных матчей. Последний раз москвичи побеждали «Северсталь» более 6 лет назад. 22 сентября 2013 года выиграли в овертайме со счетом 5-4. Московский клуб занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. «Северсталь» располагается на 9-й строчке в Западной конференции, набрав 15 очков в 16 матчах. В субботу «Спартак» примет хабаровский «Амур». В этот же день «Северсталь» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом». Футболисты сборной России по футболу в четверг в Москве на стадионе Лужники сыграют с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Чтобы гарантировать себе попадание на турнир национальной команде в 4 оставшихся играх, квалификации достаточно набрать 4 очка. При этом подопечные Станислава Черчесова могут гарантировать себе участие на чемпионате Европы уже 10 октября. Им необходимо, чтобы команды Казахстана и Кипра сыграли в ничью. Если такой результат будет зафиксирован во встрече соперников, а российские футболисты одержат победу, то они гарантируют себе как минимум 2-е место, которое дает право выступить на чемпионате Европы. Сборная Шотландии же потеряет шансы на продолжение борьбы за выход на турнир, если не сумеет обыграть сборную России. В турнирной таблице в своей отборочной группе сборная России занимает 2-е место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии с 18 очками. Далее следует сборные Казахстана, Кипра, Шотландии и Сан-Марино. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Кристина, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. Мы продолжаем. В Нерюнгри снова ударили морозы и сильный шквалистый ветер. Также вырос травматизм из-за гололеда. На прямой связи с нами наша коллега Александра Цыбикова. Александра, здравствуй. Как сейчас ведет себя погода и какова статистика по травматизму в Нерюнгри? Здравствуй, Кристина. Сегодня погода у нас +6, но на самом деле ощущается гораздо холоднее, а все из-за порывистого шквального ветра, который достигает сегодня порядка 18 метров в секунду. Что сказать по статистике травматизации? С 1 октября по сегодняшний день, то есть за период 10 дней, зафиксировано 76 случаев травматизма. Для Нерюнгринского района, для населения это, конечно же, много. Что из них 32 – это переломы, 33 это ушибы, 8 вывихов и 3 растяжения. Вот такая вот статистика. Это, конечно же, огорчает. Вы можете посмотреть. Дорожные службы ведут отсыпку полным ходом, но и тем не менее не успевают, потому что снег идет и идет, и ветер все сметает. Вон идут девушки. Девушка, здравствуйте. Ой, извините. Извините, можно вас на секундочку? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Дарья Попова. Дарья Попова, скажите, пожалуйста, что вы можете сказать по поводу голольда? Как вы одеваетесь? Какие попытки вы предпринимаете, чтобы не подскользнуться, не травматироваться, не получить травму? В первую очередь это обувь без каблука, потому что на каблуках невозможно ходить по этому гололеду. Одеваемся теплее, желательно ветронепроницаемое. Я вот в длинной куртке хожу специально, а то в короткой тут невозможно ходить. Здесь постоянно сильные ветра, очень холодно. Скажите, пожалуйста, что вот вы можете сказать по поводу голольда? Как вы одеваетесь, чтобы не подскользнуться, не травматироваться?
А вы сами из Нерюнгри привыкли к этой погоде, смирились? Или вот вы приезжие, или как вам приходится адаптироваться? Нет, я в прошлом году переехала сюда учиться. Вот второй год живу здесь. Здесь зимой, конечно, теплее, но ветра очень сильные. Вот. Ну ладно, спасибо. Мне надо бежать. Ага, ничего. Спасибо, спасибо. Вот таким методом все пытаются не получить травмы, каждый утепляется как может. Ну а на этом у меня все. Кристина. Александра, спасибо. На прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Александра Цыбикова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 6 градусов, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Ленске столбик термометра остановился на отметке минус 4, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 6, ветер дует 5 метров в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри также минус 6, дует ветер со скоростью 5 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас минус 1 градус, ветер 2 метра в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.